телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре четверг, 25 ноября. Сегодня в столичной мэрии состоится внеочередное заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. На повестке дня назначение главы администрации города. Кто станет новым сити-менеджером, расскажем в нашем вечернем выпуске. К другим темам. До конца года сельхозтоваропроизводители Чувашии получат 36,5 миллионов рублей на компенсацию части затрат на реализацию инвестпроектов по созданию и модернизации молочных ферм. Федеральные средства выделены по итогам конкурсного отбора. Всего заявку на участие подали 78 хозяйств из 30 регионов страны. Напомню, в рамках реализации инвестпроектов в Батыревском районе уже построена молочная ферма на 250 голов, в Чебоксарском – на 600. Изучать физику, химию и биологию при помощи новейших компьютерных технологий. В Тарханской школе Батыревского района открылся очередной центр образования «Точка роста». Заниматься в цифровой лаборатории ученики могут даже в неурочное время. Предполагается, что учебный уголок естественно-научной и технологической направленности поможет школьникам освоить работу на современной технике. Например, на ноутбуках, новых микроскопах и даже на осциллографе, приборе для измерения электрических сигналов. Появляется возможность у учащихся больше развиваться, развивать свои умения в плане программирования, связи с техникой. Мы получили помимо физических приборов еще оборудование программируемых инженерных комплексов, которые позволяют воочию детям убедиться, как можно с помощью программы управлять механизмами. Рассказать молодому поколению о подвиге участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Библиотеки Чувашии проводят литературные гостиные для детей и их родителей. Визитной карточкой почти любой литературной гостиной являются лэпбуки, которые вручную создают работники библиотек. По таким раскладным книгам с иллюстрациями, объемными публикациями и вкладышами удобно рассказывать детям о событиях прошлого, а потом проверять их знания в игровой форме. Детей вовлекают, дети очень сопереживают, мне это очень нравится, это правильно, потому что дети должны знать. Отмечу, акция «Литературная гостиная» будет проходить до 30 ноября. По окончанию организаторы проекта планируют выпустить книгу, где будут собраны произведения народных авторов о том, как в тылу ковалась победа. Сегодня в музее чувашской вышивки откроется выставка Любови Вызюковой, мастера народных промыслов. Любовь Степановна уже 40 лет профессионально занимается чувашской вышивкой. Свой путь мастерица начинала с фабрики по Гатере. Сейчас коллекция созданных ею изделий насчитывает более 100 предметов. На выставке представят традиционные полотенца, скатерти, платки жениха, салфетки, масмаки, вышитые рукой мастерицы, а также коллекцию стилизованного чувашского костюма, повседневной и праздничной одежды. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».